Первый троллейбусный маршрут между Чебоксарами и Новочебоксарском запустят этой весной. Сейчас продолжается модернизация парка Чувашского транспортного управления. Пассажиров будут перевозить современные электробусы с автономным ходом. 7 машин уже готовят к работе. На тестовые заезды пока по территории депо пригласили журналистов. С подробностями Дмитрий Ковалев. Между Новочебоксарском и столицей республики будет курсировать «Горожанин». Это модификация Уфимского троллейбусного завода. Машины оснащены системами автономного хода. Более 20 километров пути после полной подзарядки аккумуляторов. Первые электробусы начнут перевозить пассажиров по маршруту номер 62 от микрорайона Иваново до завода имени Чапаева. Сейчас в модернизации нуждается больше половины всего парка городского электрического транспорта. Такие же троллейбусы с динамической подзарядкой и стандартной комплектацией без удлиненного автономного хода заменят своих предшественников на маршрутах в Чебоксарах и Новочебоксарске. Всего в ходе транспортной реформы создадут 3 новых межмуниципальных троллейбусных маршрута. Еще 2 в Новочебоксарске. Только до конца февраля планируют приобрести более 20 современных электробусов. В течение этого года ожидаем получить 153 новых троллейбуса, 47 новых автобусов. Что касается троллейбусов, прежде всего, они будут направляться на вновь организованные маршруты между Чебоксарами и Новочебоксарском. Также ряд троллейбусов, порядка 60 единиц, будут направлены на обновление уже на существующих маршрутах. То есть мы планируем до конца года увидеть новые троллейбусы, абсолютно новые троллейбусы на первом маршруте, наиболее востребованным горожанами. Абсолютно планируем обновить парк троллейбусный и автобусный в Новочебоксарске. Такие же троллейбусы курсируют и во многих других городах страны. Это одна из самых вместительных модификаций. Для комфорта пассажиров кондиционер в салоне и USB-порты для зарядки гаджетов. В салоне такого троллейбуса могут поместиться более 100 человек. Производители сделали следующий расчет. От 5 до 8 пассажиров на 1 квадратный метр. Главное, что сюда, благодаря низкому уровню пола и широким дверям, могут без труда заехать в коляске. В планах и большая модернизация инфраструктуры городского транспорта, подстанций и тяговых сетей. Постепенно заканчиванием договора аренды у частных перевозчиков мы постепенно будем замещать таким вот комфортабельным транспортом на улицах города, и который будет обслуживать наших граждан. Будем заполнять город именно как государственный перевозчик, где мы можем гарантировать качество, где мы видим бухгалтерию, где мы видим там доходность. Комфортно не только пассажирам. Управлять новыми модификациями троллейбусов проще. Зампред правительства республики Павел Данилов освоил начальные азы за считанные минуты. Мы стали его попутчиками. Система автономного хода троллейбусов необходима не только на дальних дистанциях, но и на загруженных улицах городов. Автономность обязательно должна быть. Но есть троллейбусы у нас другой модификации, таким же кузовом. Они тоже малый автономный ход для объезда, посторонний транспорт, ДТП или что-то, или по контактный провод. Вот в этих ситуациях они могут спокойно объехать и по габаритам чувствовать тоже более-менее так удобнее. Транспортная реформа должна повысить качество общественных перевозок, особенно между городами. Дмитрий Ковалев и Николай Скворцов. Национальное телевидение Чувашии.